Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. 23 февраля – одна из скорбных дат в истории не только чеченского и ингушского народов. Это скорбная дата в истории всей исламской уммы. В этот день советская власть доказала свою преданность вековым имперским принципам, ненависти ко всякому свободному, ко всякому борющемуся, ко всякому несломленному. Обвинив чеченцев и ингушей в предательстве, как до них обвинив в предательстве карачаевцев, а после них балкарцев и крымских татар, кремлевская власть депортировала их в холодные степи Казахстана. Несмотря на преступные замыслы палачей, несмотря на тяжести пути и первых лет ссылки, чеченцы и ингуши не прекратили свое существование, и более того, они не прекратили борьбу за обретение долгожданной независимости. И мы не можем тут не вспомнить то сострадание и милосердие, которые оказали переселенцам казахские братья, что стало причиной того, что многие из чеченцев и ингушей смогли вернуться на родину. Пусть Аллах Всевышний воздаст им за их гостеприимство многократно и не умолит ни одно из их деяний. Спустя почти 80 лет после выселения на повестке стоит вопрос, а были ли виновны чеченцы и ингуши в депортации? Имела ли советская власть право упрекнуть их в отсутствии патриотизма и нежелании защищать страну, от рук которой пострадала каждая из живущих прежде поколений? За что они должны были быть ей благодарны? За Ермолова? За барона Розена? За Борятинского? За тысячи повешенных и выселенных? За изгнание с насиженных земель? За подавляемые восстания, за сожженные уже советскими опричниками аулы, за слом и осквернение всего, что было свято для них самих, для их отцов, дедов и прадедов. Предоставила ли эта страна хотя бы одну причину для любви и желания ее защищать? Имели ли они право на сопротивление? И почему их сопротивление должно было рассматриваться как измена родине? Почему НКВДшники, сжигавшие Кораны и мечети, должны были быть им ближе и роднее офицера вермахта? Эти вопросы понятные и логичные для каждого, чей разум не поражен плешью государственной пропаганды, ее лживыми догмами про сомнительное счастье увидеть на пороге своего дома НКВДшников с автоматами или ЧВКшников с кувалдами. Эти вопросы для открытых и справедливых людей, готовых обсуждать собственную историю, без оглядки на препарированные имперской пропагандой догмы. Эти вопросы мы должны задавать себе и задавать тем, кто пытается подменить подлинные ценности фальшивыми, тем, кто пытается исказить нашу историю, тем, кто хочет воспитать из нас рабов, преданных, верных, ничего не знающих и не желающих знать о собственной истории, рабов, для которых слово «русский» является синонимом слова «старший», в то время как наш Господь ввел единственный критерий превосходства, заключающегося исключительно в богобоязненности. Мы не имеем права не понимать, для чего произошла эта депортация и для чего в дома чеченцев были переселены составлявшие с ними единый фронт борьбы горцы Дагестана. Мы не имеем права на забвение памяти никого из тех, кто сделал все, что было в его силах, ибо забвение их влечет за собой предательство их памяти. Мы должны говорить об этих событиях, кто бы и как бы нас ни упрекал, чтобы в судный день, когда мученики Хайбаха, Зумсоя, Пешхоя, Сюжи будут свидетельствовать против своих палачей, бремя этого предательства не легло на наши плечи.